Ищу Башкир Венер Галиев! Удивительный человек, который доказывает каждый день, на что способны мужики. Для меня, для юной девушки, это было потрясением. Венер дрался с казахом, естественно, с местным. Вот, и все вокруг кричали «Убей Башкира!». Мой кумир Венер Галиев. Самый лучший. Всей командой любим его. Он легендарный человек. На старт, внимание, марш! Меня зовут Екатерина Березовая, я передаю вам привет из Екатеринбурга. Героем моей новой программы станет Венер Галиев. Он известный боец смешанных единоборств в России. Венер Галиев вызывает неподдельный интерес хотя бы потому, что в свои 43 года он остается очень конкурентным и опасным соперником. Как Башкир, это прозвище Венера, оказался в Екатеринбурге и почему его считают топовым бойцом ММА, об этом и не только прямо сейчас. Венер Галиев – двукратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта по боевому самбо. Дважды он выигрывал высшую награду и на чемпионате мира по универсальному бою. Дошел до звания мастера спорта международного класса. А также он становился лучшим в мире на соревнованиях по панкратиону. На данный момент он действующий боец ММА. Провел 83 профессиональных боя. Кроме того, Венер Галиев ведет и тренерскую деятельность. Он главный наставник бойцовского клуба «Ратиборец» в Екатеринбурге. Родился в Стерлитамаке, Башкирия. Ему 43 года, женат, воспитывает 2 сыновей. В 2013 году в Екатеринбурге появился бойцовский клуб «Ратиборец», который стал отправной точкой в карьере многих местных парней. На должность главного тренера пригласили Венера Галиева, который на тот момент проживал в 500 километрах от Екатеринбурга, в Уфе. И вот уже 5 лет боец вместе со своей семьей проживает в столице Урала. Да просто нам повезло с Венером Галиевым. Создалась великолепная атмосфера. Все парни, они были на спорте, безусловно, но не было вообще в голове, что они где-то будут выступать. И все как по новой зажили, новая жизнь у всех. И у меня, и у Венера, и у ребят. Каждый год в августе Венер Галиев организовывает сборы в Башкирии. Бойцы приезжают на 2 недели в лагерь, где нет даже сотовой связи. И каждый год мы ждем в август месяц этих сборов, потому что вроде как и приятно, с полезным, заряд такой бодрости получаем. Первый, второй, третий. Первый, второй, третий. Первый. Второй, третий. Стой, на старт, внимание, марш! Так получилось, что мой кумир Венер Галиев, тем более, тренирует в Екатеринбурге. Есть как бы свой зал хороший, есть бойцы хорошие, с которыми я познакомился. Для меня это очень-очень большое достижение в своей жизни. Это круговая тренировка. За 20 минут необходимо пробежать максимальное количество кругов, разбавляя их различными силовыми упражнениями. Тренировки очень сложные. Готовимся, постоянно настраиваемся. Тренер самый лучший. Всей командой любим его. Мотивирует очень сильно. Даже когда бежим, то он меня обгонит, то я его обгоню. Но все-таки не получилось его догнать. Он прибежал первый. Венер Галиев пользуется беспрекословным авторитетом среди парней. Он тренируется вместе с бойцами, мотивируя их личным примером. Не, как помнишь, это первые года. Венер! Из таких ребят, которые, в принципе, ну, на уровне там чемпионата водокачки, там чуть ли не уличные хулиганы, которые там были, ходили там по лапам, били где-то в зале и маленько боролись. Он за несколько лет сделал бойцов, которых показывают по телевидению. Они участвуют в лучших промоушенах России пока. Ну вот, результат уже определенный есть. Когда мы начинали, это 2000-е годы, тогда ни тренеров, никого не было. В Уфе у меня ни зала, ни команды не было. Я ходил к борцам побороться, потом ходил на тренировку к боксерам побоксировать. Приемы изучал, я смотрел кассеты, не знаю, турнир смотришь, что-то новенькое. Как-то в бою с Исламом Каримовым я впервые на треугольник попался. Но я не знал, что это такой треугольник. Он сделал треугольник, и я думаю, что это он такое делает? Ну, думаю, просто время тянет, наверное. Сперва казалось, но он не задушит. Потом уже почувствовал, что я уже начинаю уже, не засыпать, но там уже
пережало все уже, и просто давление в голову ударило. И спасло, что правила были там по минуте в партере. Прошла минута работы в партере. Судья остановил, если бы не остановил, он бы меня задушил. Спорт все равно он омолаживает, нам даже не дают больше 30 лет. И Венеру никогда не даст, что он, да, больше 40 ему. Когда на него смотришь, охота пахать 2 раза сильнее. Венер может, надо пахать и пахать. Венер до сих пор в карьере, ну, может быть, он в ближайшее время закончит, но у него неугомонный такой, знаете, характер, что он еще хочет выступать. Он легендарный человек, это в прямом смысле. Его длинный путь бойцовской жизни показывает то, что расширяются пределы возможного. Нет, мне все время это смешно звучит для меня, когда меня называют легендой, не знаю. Ну, мне не кажется, что я чего-то выдающегося сделал. Но если я со стороны смотрю, как я выступаю, мне кажется, так все коряво делаю. Читаю комментарии, многим моя техника нравится, там, что там может нравиться. Я себя не считаю таким воинственным, как бы я вообще спокойный, по-моему, человек. Просто когда нужно, я могу, но так для меня, я люблю, наоборот, тишину, покой, спокой. Но иногда нужно эмоции выплескивать, для этого у меня как раз существует спорт. Добро пожаловать, боец из России по прозвищу Башкир Венер Галиев! Венер удивительный человек, если одним словом, и человек, который доказывает каждый день, на что способны мужики. В каждом бою готовишься как к самому важному. Нет таких боев, что ты же не можешь, если соперник не титулованный, ты не будешь, меньше буду готовиться. Наоборот, чем менее титулованный соперник, тем более нельзя ему проиграть. И надо выиграть у него уверенно. То тебя не поймут, если слабый соперник, и ты еле-еле его выиграешь. Официально за Венером Галиевым числится 39 профессиональных боев в ММА. Однако по подсчетам самого бойца он провел около 80 поединков. Дело в том, что в начале его карьеры многие бои не учитывались в официальной статистике из-за отсутствия видео или недобросовестности организаторов. Вообще карьера у Башкира складывалась довольно интересно. Первое золото на чемпионате мира по боевому самбо Венер Галиев получил уже будучи профессиональным бойцом смешанных единоборств. Я напомню, что спортсмен брал высшую награду в этих соревнованиях дважды. Однако обычно происходит наоборот. Боец завершает любительскую карьеру и затем переходит к профессиональной. Венер Галиев даже здесь действовал нестандартно. Все бои его пересмотрел, когда тренировался у его лучшего друга Артура Мухамединова. Это, получается, мой первый тренер по ММА здесь в Уфе. Вот. Он мне говорит, посмотри Венера бои, посмотри Венера бои. Он там, работает нестандартно очень. Потому что нестандартный боец – это очень опасный боец. Многие соратники Венера Галиева все как один вспоминают его зрелищный поединок против Ахмеда Алиева в Дагестане. Помню бой, когда он дрался с Алиевым. Ему как раз мы находились на сборах, и в этот момент ему позвонили и предложили этот бой. Интересен разговор. Мы в одной комнате проживаем, и Венер говорит, он хороший, конечно, в стойке, но вот паттер, говорит, я, чувствую, это мое, наверное. И эти слова оказались пророческими. Он вышел и во втором раунде просто его добил там. В конце очень красиво. Вот вам и ветеран, Адулманап, вот вам ветеран. Посмотрите, что делает ветеран. А нет физических уже сил у Ахмеда, кстати, нокаут. Спустя ровно год после этого поединка, 25 сентября 2016 года, состоялся бой-реванш между бойцами. Единогласным решением судей победу одержал Ахмед Алиев. Все реванши, которые были, они все, первые бои я выиграл. У меня не было ни одного реванша, чтобы я проиграл, а потом дрался. Мне как-то так ни разу не получилось, что те, кому я проиграл, чтобы они мне дали реванш. Венер Галиев окончательно перебрался с семьей в Екатеринбург. Но в Уфе бывает довольно часто. Здесь живут его родители. Но это одна из главных достопримечательностей города, памятник Салавату Юлаеву, национальный герой Башкирии, башкирского народа. Здесь можно так
подчеркнуть энергию, вдохновиться. Сила места чувствуется. Сила, да, чувствуется прям. Да, ну и тут вид такой прекрасный. И река Белая, да, вот как раз та река, которая является основной для республики. Да. А вот смотри, твое прозвище Башкир. Откуда оно у тебя появилось? Ты сам его себе взял или тебе кто-то его придумал? Ну, когда начинал выступать, вот первые бои мои были в Омске, выступал. Там с трибун кричали, ну, видимо, имя мое сложно было запомнить. А болельщикам и кричали просто «Башкир, Башкир», и как-то пошло. Встречайте, Венер Башкир! Направляемся в Екатеринбург. Венер часто так ездит на машине из одного города в другой. В столице Урала Башкир вместе со своей семьей живет уже 5 лет. Екатеринбург, он такой компактный город, а Уфа вытянутая, она как длинная. Между некоторыми районами столько долго ехать приходится. Но улицы, мне кажется, в Уфе пошире. Я удивлялся раньше, в Екатеринбург только приехал, ну, как они разъезжаются, просто очень узкие. Здравствуйте. К вам можно в гости? Конечно, проходите. Это моя супруга, жена Алена. Это младший сын Тагир и старший сын Тимур. Ну все, проходите за стол. Венер и Алена познакомились совсем юными. Они уже 20 лет вместе, а не так давно отпраздновали 16 лет со дня свадьбы. Весь бойцовский путь Алена прошла вместе с супругом. Я как-то приучен, с детства родители приучили. Он вчера начал один жить? Для меня вообще не проблема и покушать приготовить, и убрать, посуду помыть. Начинался это был такой, по-моему, полуподпольные такие бои. Мы еще тогда не были женаты, вот я поехала с ним. Но это было, конечно, уже такое... Для меня, для юной девушки, это было потрясением. Вот, когда полный стадион, Венер дрался с казахом, естественно, с местным. Вот, и все вокруг кричали «Убей Башкира». И вот я одна сидела среди вот них, и меня просто всю трясло. Я просто была в шоке от такого. Первое время еще, когда выступал, я работал. Не хватало денег на турнир. На работе, конечно, бывали из-за этого проблемы. Я несколько работ сменил, потому что не всех устраивало, что я время от времени куда-то уезжаю. Еще иногда приезжаю весь избитый. А потом уже я ушел. Тем более я уже числился в МВД, и это мне позволяло нигде не работать. И просто выступать на соревнованиях, и время от времени выступать на турнирах МВД, и все. Национальные блюда – это вот губадья, это учпачмак, это хворост такой сладенький. В основном у Венеры очень мама вкусно печет. Когда в Уфу приезжаем, обязательно все пробуем. Это у нас очень все вкусно, это все сытно. Мне нравилось, когда мы приезжали, застолье у взрослых было. В определенный момент все начинали, они пели петь песни. Я как бы эти песни, может, и не все понимал хорошо, но мне нравилось, как они сидели, кто-нибудь был запевал, все подхватывали, такое хоровое пение было. Сейчас это уже давно не слышал, конечно. У Венеры Галиева нет контракта с определенным промоушеном, но он часто выступает под эгидой Fight Nights. Кстати, именно благодаря Венеру многие бойцы из Ратиборца также дерутся в этом промоушене. Сегодня и в Екатеринбурге, и за его пределами популярность Венеры Галиева растет, но настоящим героем и узнаваемым спортсменом он остается в родной Башкирии. В апреле 2016 года Fight Nights организовали большой турнир по ММА в Уфе. Когда я приехала в Уфу, там везде висели афиши, то есть все только и говорили, что бой Венера, Башкир. Вот. И было так это, я очень волновалась, потому что все приезжали много родни Венеры из разных городов. Приезжали его там бывшие подопечные, то есть все ему звонили, названивали. Я когда вот уже села, когда Венера уже выходил, я просто вот взяла таблеточку валидола, если честно. Венер очень нестандартный боец, пожалуй, это самый опытный боец в России, потому что он провел около 200 боев. Его техника, она уникальная, он во время боя, у него есть особенность, он не смотрит в глаза, смотрит в район где-то вот между животом и грудью. Это очень удивительно, и плюс ко всему Венер универсальный боец, он может вести бой как в стойке, так и в партере.
там, конечно, сумасшествие было творилось. Там просто зал ревел. Такого я не видел ни на одном бою так с участием Венеры. Венер не знает наверняка, пойдут ли сыновья по его пути, но особый интерес к борьбе проявляется у младшего сына Тагира. Спасибо за игру. Это уже все-таки возраст, он как-то более приземляет. Раньше, конечно, мечтал о многом, а сейчас такие мелкие, наверное, бытовые, связанные с семьей. Планы уже грандиозно не строишь, просто живешь по ситуации. В принципе, меня все устраивает в жизни, что у меня как происходит. Я довольствуюсь малым, так сказать. Венер, мы узнали, что у тебя есть мечта, но не знаю, можно ли это назвать мечтой или нет, было желание прыгнуть с парашютом. Поэтому мы приехали сюда, на аэродром, и прямо сейчас, вот через несколько буквально минут, тебе предстоит пройти инструктаж. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями, какие мысли перед этим? С одной стороны, я рад, что наконец-то осуществится моя мечта, тоже, можно сказать, прыгнуть. Но с другой стороны, волнительно. Ну, вообще, ты такой экстремал. Можно назвать тебя экстремалом, что ты любишь такие вот экстремальные развлечения? Да нет, я, наоборот, мне кажется, совсем не экстремал. Ну, те развлечения, которыми я занимаюсь, они обычно, там ничего, по-моему, экстремального, за исключением боев. Для кого-то, может, это покажется экстремальным, но мне это не кажется таким экстремальным. А вот прыжок — это действительно экстремально уже. Страшно? Как новички вообще себя ведут? По-разному. То есть у нас в основном делится на две категории. Те, кому подарили, и те, кто пришел сам. Те, кому подарили, они вообще не понимают, как они сюда попали. Вплоть до привезли в багажнике, тут давайте прыгать. Первый раз Венер будет прыгать с инструктором Александром Новоселовым. Высота прыжка составит 2200 метров. 25 секунд будет длиться свободное падение, затем откроется парашют. У меня общее количество порядка 8200 прыжков. Как давно вы прыгаете? 17 лет. Ну, порядка там 15 лет. Лунная походка. Нет, ты первая. Я первая. Да. Я пытаюсь потянуть этот момент. Да-да-да. Девиз нашей компании «Летаем и снова». Все нормально? Первый раз сижу на пороге кабины пилота. Называется облучок. Воин, рожденный быть героем, ты вышел, чтоб народу быть опорой стальной. Воин, и ты победы достоин, так иди и покажи свой самый лучший бой. Воин, рожденный быть героем, ты вышел, чтоб народу быть опорой стальной. Воин, и ты победы достоин, так иди и покажи свой самый лучший бой. Разум в морозе мы Что дальше? Секундочку, тебя отстегнул. Как она? Уши заложила. Чувак, смотри. Круто. Супер. Все, вставай. Немножко колбасит. Ну что, поздравляю тебя с первым прыжком. Спасибо. Это было классно. Супер, спасибо большое за этот прыжок. Просто вид с высоты, вот это падение свободное, это никак не передашь, это надо только испытать. Ты живая? Почти. Вы Венера видели? Я еще не видела. Я хочу посмотреть на Венера, но держался он молодцом. Так что все прошло классно.
Вау! Тебе самолет собой. Надо слово. Вау! Знаешь, что это было? Ну, когда все выигрывали, мне пилот говорит, а сейчас будут горки. И вот так вот вниз, вверх. Я чуть с вами пошла там. До сих пор коленки трясутся, я не могу ничего делать. Я говорю, Саш, побежали, а бежим, а я чувствую, коленки не сгибаются. Не, мы тоже приземлились, а тоже даже встать надо не страшно. В итоге сколько длились вот эти секунды? Вот 25 секунд. Сколько они вот для тебя длились? Ну, я примерно-то сам начал уже отсчитывать. Значит, продолжим. Ну, так примерно, да, сколько летим. Я знаю, сейчас будет уже скоро открываться. Вот мокрый насквозь. Ну что, Венер, хорошо? Я до сих пор пьяный еще. Немножко голова открылась. Переизбытка кислорода? Не знаю, от чего это зависит. Может, резкая смена давления. Да. Может, то, что, что самолет набирает, укачивает, еще там круги наворачивает. Он мне дал управлять. Просто делаю разворот, самого тошнит в другую сторону. Мы теперь с тобой не связаны одной кровью, но связаны одним самолетом. Да, ты, конечно, Венер, вообще очень в этом плане смелый. На самом деле Венер сразу согласился, когда мы предложили ему прыгнуть, и я в восторге от этого, честно, Венер. Венер Галиев продолжает выступать в октагоне, радуя болельщиков своими боями. Ему 43 года, но он ломает все стереотипы и продолжает заниматься любимым делом, давая фору бойцам любого возраста. Конечно, не обходится без поражений, но это смешанное единоборство, кровопролитный вид спорта, где исход каждого поединка непредсказуем. Я понимаю, возраст уже. 43 года мне исполнилось. Для меня, для самого это каждый год, я уже думал, 40 лет, но уже пора завершать. 41, 42, 43, вроде бы и надо. Просто прислушиваюсь сейчас к своим ощущениям, как организм будет выдерживать. Желание-то есть, что скрывать мне, но нравится выступать. Гордость, конечно, есть. Тем более сейчас, вот когда, уже вот такая слава, что даже вот на улице очень спокойно не погуляешь, постоянно просят, вот особенно молодое поколение, молодые мальчишки узнают, просят сфотографироваться. Зная, конечно, каким трудом это достается, то есть все видят только бои на ринге, когда он там герой, он выиграл, а что до этого, там даже за день вот эти сушки, это, то, что за кадром остается, скажем так, это, конечно, тяжело. Вот я знаю, какой ценой достается каждая победа. Я уже не могу. 3, 2, 1! Молодцы! Все, мы разозлили парня. Кто мешает спать всем? Вот он вообще нам мешает всегда спать. На этом у меня все. С вами была Екатерина Березовая. Мы увидимся с вами через неделю. Пока-пока. Удержишь вот этот вот? Ну... Тяжелый? Нет. Ну я вот так делаю палец, он идет за мной. О. Кто самый старший? Тимофей. Он старше меня. Мне 5, а ему 9. Сёма. Аборт. Да, он не увидит.